В Усть-Вымской школе сегодня увековечили имя Романа Рычкова. В апреле он погиб во время специальной военной операции на Украине. Ему было 27 лет. В июле его наградили орденом Мужества посмертно. Теперь же на фасаде его родной школы установили мемориальную доску в память о нем. Из Усть-Вымского района передает Иван Беречевский. Рома Рычков сел за парту Усть-Вымской школы в 2002 году. Не медалист, но учился хорошо. Рос вполне обычный парень. Таких еще называют «свой». Рому я учила со 2 по 4 класс. Он влился в класс очень хорошо, мальчишки его приняли. Как-то они сдружились очень быстро. Рома, вот я помню, очень таким улыбчивым. Он какой-то такой добродушный всегда был. После 9 класса Рома получил профессию автомеханика. Далее срочная служба, долгожданный дембель и работа на железной дороге. 2 года назад он решил вернуться в армию и продолжил службу по контракту в морской пехоте Мурманского гарнизона. Участвовал в военных действиях в Сирии. 16 марта 2022 был направлен на Украину. Эта командировка оказалась последней. Мы сегодня, кроме того, что празднуем 1 сентября, открываем здесь мемориальную доску, посвященную уроженцу Усть-Вымского района и села Усть-Вым Рычкову Роману Андреевичу, который погиб 14 апреля, выполняя свой долг в Донецкой и Луганской Народной Республике. 14 апреля Роман Рычков и его боевые товарищи попали под минометный обстрел. 23 апреля односельчане простились с солдатом. В июле семье Рычкова вручили орден Мужества. На церемонии открытия мемориала близкие Романа с трудом сдерживали слезы. Меня, конечно, переполняет гордость за своего сына. То, что отдал свою жизнь за родину. С другой стороны, это и была егоная работа. Защищать нашу страну. Служил он по контракту. Родина направила. Тут никуда не денешься. На фасаде Усть-Вымской школы это уже не первый мемориал. В 1995 году здесь увековечили имя погибшего в Чеченской войне Николая Малиновского. У самого входа висит памятная доска о павших в войнах Второй мировой. Вообще, учителя здесь уделяют очень большое внимание патриотическому воспитанию. Для этого у педагогов и детей все есть. И самое главное – комфортные условия. В этом году у нас вообще год такой для Усть-Вымского района особенный. Мы отметили вековой юбилей. И нам повезло, что мы в рамках программы капитального ремонта учреждений образования уже не первый год получаем достойное финансирование. И в школе был выполнен также капитальный ремонт. В прошлом году мы открыли кабинеты «Точка роста», что сегодня очень востребовано нашими учениками. Глава Усть-Вымского района признается, образовательных учреждений немало и все требуют больших капитальных вложений. Не все сразу получается, но работа идет. В этом году в программу капитального ремонта учреждений образования в районе попало 3 школы. Иван Беречевский, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Вым.